Вы говорите, что чеченцы не ведут свою борьбу дальше, что чеченцы сдались, но вы забываете, что наша борьба против России идет не 3 года, как у вас, и даже не 10 лет, а 300-400 лет. Пока вы называли русских своими братьями, пока вы с ними якшались, мы хоронили наших детей и женщин, бабушек и стариков. Пока вы мирно жили, мирно спали, мирно наслаждались жизнью, наши города и села превращались в руины. Только 2 последние русско-чеченские войны унесли 400 тысяч чеченских жизней. Из них 42 тысяч – это дети. Мы не сдались, мы истощены, мы пережили геноцид, о котором мир предпочел забыть. Мы пережили геноцид, о котором мир предпочел закрыть глаза. Мы пережили геноцид, о котором мир предпочел стать соучастником. Вы говорите, что вы нам помогали в первую русско-чеченскую войну. Я хочу поставить точки над «и», чтобы каждый украинец знал, какую помощь и какое содействие вы оказали чеченскому народу. В первую русско-чеченскую войну на территории Чечни приехало от 20 до 40 украинцев под руководством Сашка Белого. Они практически не приняли участие в боевых действиях. У них главная задача была создать видимость, иллюзию поддержки, ничего более. И очень быстро они уехали с Чечни. Вот вся ваша помощь. Зато России вы помогали очень активно, называя их братьями. Десятки тысяч украинцев были в рядах российской армии и приезжали убивать чеченцев, мародерничать и насиловать. Мы вас не упрекали. Мы относились к этому с пониманием. Мы даже не упрекали кавказцев, которые приезжали в рядах российской армии убивать нас. И даже самых близких соседей мы не упрекали. Но теперь, когда война пришла в ваш дом, вы вдруг вспомнили, что есть чеченцы. Вдруг заговорили о том, что мы должны продолжать бороться. А где вы были, когда мы боролись? А где вы были, когда нас уничтожали? Где были ваши голоса, когда нас стирали с лица земли? Чеченцы остались 1 на 1 с этим злом. Чеченцы ни у кого ничего не просили, кроме как у Аллаха. Не зависели ни от каких ракет, ни от чьей-либо помощи. Ни у кого ничего не выклянчивали. И чеченских лидеров не позорили в овальных кабинетах. У чеченцев из оружия были пулеметы, автоматы, гранаты и гранатометы. Ничего более, только мужество, отвага и воля к свободе. Мы понимали, это наша судьба, и только нашей кровью мы сможем сделать шаг дальше. Мы не указываем вам теперь, как вам бороться. Это ваша война, ваш народ, ваша судьба. Так почему вы считаете, что имеете право говорить нам, как нам бороться? Наша борьба не окончена. Она просто идет другими путями. Мы не сдались. Мы продолжаем бороться. Ваши бездарные блогеры типа Карпенко должны обратиться к своим украинцам, которые русские рекрутировали с тех территорий, которые они захватили. И эти десятки тысяч украинцев теперь воюют на стороне России против своих. Вот он должен к ним обратиться. Ты невежественное, тупое существо, обращайся к им. Почему ты думаешь, что чеченцы сейчас должны за вас воевать? Я категорически против, что чеченцы воюют в Украине. И за вас, и против вас. Потому что чеченцев никаким боком эта война не касается. Это ваша война. Оставьте нас в покое. Этого разговора бы не было бы, если бы украинцы могли бы в узде держать своих невежественных блогеров. Мне интересно, будете ли вы вести 300-400 лет эту борьбу? У вас захватили 20% территории. Или вы будете присмыкаться, или станете рабами, или снова начнете называть их братьями. Время покажет. Какая польза от этих допросов пленных? Какая польза называть их рабами? Какая польза придираться к исламу? Что вы этим добились? 3 года назад, когда начиналась у вас война, все чеченцы, абсолютно все с Европы были за вас. Вы только сделали чеченцев против вас теперь. Никакой пользы вы не добились. И ваши невежественные блоги. Мы никаких претензий не имеем. Да будет
братство народов.